Героизм проявили не только взрослые, но и дети. Среди подростков, участвовавших в Далаковском сражении, были Абдурахман Жандаров, Хасан Личиев, Абдурахман и Осман Кульбужевы. И еще сотни имен героически сражавшихся в неравном бою. Историю писали кровью, так чтобы потомки не забыли. Сильный и величественный народ, который выстоял и не позволил врагу пройти через свои земли. Став на пути Деникинской армии, население Далакова приняло на себя смертельный удар. В НИИ Чаха Ахреева сегодня собрались ученые, историки, исследователи, потомки очевидцев тех событий. Ингуши на сходе категорически отказались пропустить белых через село и заявили: большевики верят ингушам, ингуши верят большевикам. Мы не будем предателями. Ингуши решили умереть в бою с оружием в руках, но белых к Владикавказу и Грозному не пропустить. И тогда царские офицеры сказали: ингуши, вы пожалеете о своем решении. Несколько раз еще после этого схода приезжали парламентеры от белых с просьбой пропустить их через село, и в ответ каждый раз получали отказ. Офицер передал предложение своего командования в случае согласия над сельским минаретом поднять белый флаг. Но враги увидели над минаретом не белый, а красный флаг. О Далаковском бое написано много научных статей, однако ученые уверены, что факты так и остались во времени. Эту битву нужно раскрыть более детально, собрать больше информации, которую оставили очевидцы тех событий. Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Муслим Индиев отметил, что в регионе будет начата работа по историческому просвещению. Уже направлен проект на согласование на будущее, что мы будем готовить и разрабатывать, позже уже, наверное, строить Далакова, панораму Далаковского сражения. То есть это будет очень большое, интересное такое сооружение, где для наших гостей республики, для жителей республики будет отображена вот та эпопея, которая была там 100 лет назад. Конечно, это был враг. Разные могут быть какие-то интерпретации всего того, что там было, но это был враг, который пришел на наши земли, на наш дом. В зале присутствуют потомки свидетелей тех сражений. Один из них внук участника Далаковского боя Лурса Икажева Нурдин Икажев. Дед уходил на войну, значит, он запряг свою лошадь, вернулся домой, чтобы попрощаться. У него был маленький ребенок, который лежал в люльке. Вот когда он попрощался со всеми, уходил, этот ребенок взял его за мизинец. Я вот рассказывать не могу, я волнуюсь. За мизинец и долго держал его, не отпускал. Для всех участников, свидетелей этого сражения, оставили очень восторженные воспоминания о том, как ингуши героически сражались. И это очень важно, и нужно это память об этом передать уже и нашим потомкам. Сейчас не осталось уже ни одного свидетеля этого события. Поэтому работа историков, которая в том числе отражается здесь, очень важна. И очень важно, чтобы это все воплотилось и в массу и мероприятий, и публикаций, которые позволят сохранить эту память и передать ее грядущим поколениям. Согласно истории, Деникинская дивизия генерала Геймана стремилась обойти Владикавказ и захватить город. Ингуши, живущие в Далаково, наотрез отказались пропустить белогвардейцев через свою территорию. Тогда генерал Гейман бросил войска в наступление. Конница белых сначала пыталась прорвать позиции ингушей, однако огромные потери заставили их отступить. У них не было вооружения, они готовы были идти на этот бой, лишь бы не сдать свои позиции. То есть для них их не села, их не дом, это их не родина. Поэтому ни в коем случае они не намерены были сдавать эти позиции. И потому как мы сегодня имеем возможность это изучать по нашим документам, то мы видим, какое сильное было противостояние, и люди были настроены на то, чтобы всеми силами противоборствовать и противостоять силам белогвардейцев, чтобы их не пропустить. По одним историческим данным, из числа жителей селения Далаково погибло около 200 человек, но ученые уверены, людей было гораздо больше. В той схватке погибло практически все взрослое население села. Мужчин сменяли отважные женщины и даже дети, которые защищали свою землю. Как напоминание, здесь на окраине Далакова установлена вот эта стела. На мемориальных плитах высечены имена погибших в тех боях. На стеле надпись: «Деникинцы дали ингушам час срока», после чего угрожали открыть стрельбу. «Стреляйте сейчас же», ответили им ингуши.
По-другому никак, ведь духом мы никогда не проигрывали. Далаковский бой – еще одно напоминание и гордость за свое прошлое, за героические страницы истории и людей, которым честь была дороже жизни. Болын сан есть болын татуджач илосаяли оло оти. Су халиш кора абхава хавула такача. Чуесаял. Белым жолил бабсиду дуцул докудар деш болой вакану. Хансия кала сундак судама доктеда. Рина Цычоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.